Дорогие первоклассники, я приглашаю вас на урок изобразительного искусства. Уверена, что этот урок один из самых любимых. Для того, чтобы вам удалось успешно поработать на уроке, достаньте, пожалуйста, альбомы, краски, простой карандаш. Друзья мои, я приглашаю вас на ярмарку. Буйство красок, шум, веселье, праздник. Знакомо вам? Конечно. А сегодня на ярмарке мы будем любоваться матрешками. Итак, о матрешках. Матрешка – русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы, только меньшего размера. Почти всегда они имеют яйцеподобную форму с плоским донцем. Наверняка вы уже держали в руках такую замечательную игрушку, матрешку. И всем было любопытно посмотреть, а какая кукла внутри. Давайте посмотрим на экран. Итак, первая русская матрешка выточена по эскизам художника Малютина, лучшим игрушечником из Сергиева Посада Звездочкиным. Она была восьмиместная. Девочкой с черным петухом следовал мальчик, затем опять девочка. И так далее. Самой последней фигуркой был спеленутый младенец. Посмотрите, пожалуйста, вот они, родители первой русской матрешки, Малютин и Звездочкин. Для того, чтобы выполнить и изготовить эту куклу, надо было сноровку. Мастера выбирали дерево с особой тщательностью. Мастер говорил, что дерево надо сушить 2 года для того, чтобы дерево звенело. И только потом приступали к вытачиванию. Не спеша вытачивали фигурки матрешки. Затем наступал этап шлифовки. После того, как фигурка была отшлифована, ее грунтовали и наносили эскиз. Наступало время художника. Друзья мои, вы уже догадались, сегодня мы с вами будем рисовать матрешку и будем выступать в роли художников. Я думаю, что вам понравится такая работа. Итак, мастер выбирал краски, наносил эскиз и очень аккуратно раскрашивал. Использовались и масляные краски, но мы сегодня будем работать вашими любимыми и знакомыми красками. Итак, дорогие мои, а как же расписать матрешку? Есть ли что-то особенное? Давайте посмотрим. Я хочу вас познакомить с матрешками, которые уже нарисованы и созданы мастерами. Матрешки, друзья мои, бывают традиционные и бывают авторские. К традиционным матрешкам относятся Загорская, Семеновская, Вятская и Тверская матрешки. Вот какие красавицы! Посмотрите, перед вами куклы загорские. Загорская матрешка. Эта красавица обязательно в платке. Узел завязан под подбородком. В руках у этой матрешки обязательно что-нибудь есть. Художник наряжает куклу в яркий сарафан, прорисовывает волосы. И вот такая замечательная матрешка попадает на ярмарку. Большие загорские матрешки бывают даже на 30 мест. 30 кукол умещается одна в одной.
Удивительно. Знакомьтесь, семеновская матрешка. Кукла в платочке, розовые щечки, а вот передник обязательно расписан цветами. Среди этой матрешки тоже есть особенное. Посмотрите, пожалуйста. В Семенове выточена самая большая матрешка на 72 места. И в 1970 году такую работу представили в Токио. Уникальная матрешка, диаметр ее донца 1 метр. Перед вами Тверская матрешка. Какая красавица! Эту матрешку расписывают в образе героинь русских сказок. Здесь есть и Марья Царевна, и Машенька, и различные другие русские красавицы. Очень стилизованно наряжена матрешка в платок. Помимо традиционных, есть матрешки авторские. Посмотрите, пожалуйста. Внешний облик мастера сохраняют, а вот расписать матрешку позволяют себе лично. Выбирают для изображения или героев мультфильмов и сказок, или, как вы видите, даже политических деятелей. Наверняка у многих из вас дома есть матрешка 2014 года. Она была сувенирной продукцией на Олимпиаде. Итак, мы сегодня с вами создадим свою куклу, нарисуем матрешку. Для того, чтобы вам было удобно, мы наш рисунок будем выполнять поэтапно. Итак, приготовьте, пожалуйста, альбомы и возьмите в руки простой карандаш. Для удобства расположите, пожалуйста, альбом вертикально. Начнем рисовать? Итак, друзья мои, первый этап работы. Нарисуйте, пожалуйста, вот такую линию. Обозначьте донце, основание. Выполняйте набросок легким движением. Не нажимайте сильно на карандаш. Второй этап. Давайте нарисуем нашей кукле лицо. Для удобства обозначим его круглым. Нарисуйте волосы. Думаю, вы справились. Переходим к следующему этапу. Проведите линию, которая поможет обозначить края платка. Продолжаем. Нарисуйте, пожалуйста, нашей матрешке руки.
узелок и уголки платка. Наш художник помог нам выполнить эту работу. Посмотрите на свой набросок. Все ли вам нравится? Может быть, какие-то детали вы захотите изменить. Ну а теперь придумайте, пожалуйста, яркий узор для нашей матрешки. Можно использовать эскиз, предложенный художником. И тогда на переднике у нашей красавицы появятся цветы. Как это интересно создавать рисунок по собственной фантазии. Как это интересно на уроке оказаться на ярмарке. Как это интересно совершить экскурсию в прошлое, когда появилась только первая матрешка. После завершения нашего урока, может быть, кто-то нарисует еще матрешки. Если ваш эскиз уже готов, пора переходить к раскрашиванию. Для того, чтобы матрешка была очень яркой, подберите заранее краски. Продумайте сочетание цвета. И, конечно же, прорисуйте яркое, красивое лицо. Будьте аккуратны, пользуйтесь кисточкой тонкой для прорисовывания мелких деталей. Согласитесь, что законченный рисунок может быть замечательным подарком, поздравительной открыткой. Я желаю вам творческих успехов, продолжайте раскрашивание. Уверена, что вы запомнили, что матрешки бывают авторские и традиционные. А в нашей республике ярмарка «Город мастеров» всегда предлагает нам для просмотра и восхищения матрешки, которых изготавливают мастера. Давайте сохранять традиции, давайте создавать что-то новое. Дорогие первоклассники, на этом наш урок изобразительного искусства подходит к концу. У вас же действительно замечательное настроение? Молодцы, ребята! Желаю вам хорошо отдохнуть сегодня и завтра жду вас на уроках. Всего доброго! До свидания!